Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые родители. Это программа «Бергаля Перяник», в которой мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими гостями. Давайте с ними познакомимся. Сегодня у нас гости из Елабуги. В первой команде у нас Айзиля и Айсиня. Здравствуйте, Исянмысыз. Исянмысыз. А во второй команде у нас Наиль и мама Раиля. Исянмысыз. Исянмысыз. Наиль, как дела, халлярнищик? Ребят, Ребят, все, Айзиля, все хорошо? Отлично. Знакомимся с нашими героями поближе. Начнем мы с Айзили. Она любит природу и проводит время на свежем воздухе. Летом предпочитает собирать ягоды с мамой и ходить на рыбалку с папой. С самых ранних лет очень любит рассказывать стихи и с удовольствием принимает участие в театральных постановках. Очень дружна со своим младшим братом. Вдвоем они придумывают различные игры, развлечения, концерты и спектакли, куда часто вовлекает всю свою семью. Всегда помогает дома с уборкой и готовкой. А вот кем хочет стать в будущем, прямо сейчас узнаем. Айзиля, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? поваром. Поваром. Почему поваром? Потому что я хочу вкусно готовить. Так, а что тебе нравится готовить? Вафля Вафли, а с чем? с ягодой. Вафли с ягодами. Айсиня, скажите, какие еще кулинарные способности есть у нее? Она помогает нам всегда по дому. Любая выпечка не обходится без ее помощи. Отлично. А вы разделяете вот ее желание стать поваром? На данный момент, да, почему бы и нет. А потом? А потом нет. А потом посмотрим, вдруг поменяется ее желание и предпочтение. Все может быть, все может быть. Ты любишь проводить время на свежем воздухе, так, Айзиля? Что ты там делаешь? Во что любишь играть на улице? Или просто гуляешь, дышишь свежим воздухом, наслаждаешься? Просто гуляю. Просто гуляешь, хорошо. А ты еще любишь рассказывать стихи, да? Кто твой самый любимый поэт и какое твое самое любимое стихотворение? Кто у нас любимый поэт? Айсиня, какое у нее самое любимое стихотворение, которое она очень часто любит рассказывать? Ну, мы рассказываем стихи Габдуллы Тукая. И в последнее время повторяем поэму Суанаса. Суанас. Очень интересная поэма, кстати, очень такая занимательная и познавательная. А как проводите свободное время вместе с семьей? В свободное время мы по-разному. Мы стараемся, когда выпадают выходные, выбираться все вместе, проводить время все вместе, чтобы как-то запомнилось и детям, и нам. В будущем они могли вспомнить эти выходные, эти дни, проведенные вместе. Ой, ну здорово, прям как. Все для семьи, все для детей, да, чтобы обязательно запомнили. Молодцы, хорошо. Я вам прям завидую белой завистью, потому что у меня, честно, не всегда находится время, чтобы просто выйти погулять, насладиться этой природой. Продолжаем знакомиться и переходим к Наилю. Наиль – талантливый, добрый, общительный, любознательный и целеустремленный мальчик. Всегда находится в центре внимания, легко находит общий язык со всеми окружающими. Любит играть в подвижные игры, увлекается танцами, сам придумывает движения и вовлекает окружающих. У него очень хорошая память, он быстро запоминает молитвы на арабском языке. Наиль родился 12 апреля, поэтому мечтает стать космонавтом. Наиль, расскажи, пожалуйста, а что такого произошло 12 апреля? Почему ты хочешь стать космонавтом? Ну, потому что там всегда звезды, можно летать. Там иногда можно летать. Летать можно, да, и видеть весь мир, да, весь земной шар. Так что же произошло 12 апреля, ты знаешь, в тот день, когда ты родился? Нет. 12 апреля первый человек попал в космос, а звали его Юрий Гагарин. Вот видишь, в день космонавтики ты родился, мне кажется, поэтому хочешь стать космонавтом, да? Скажи, пожалуйста, чем еще любишь увлекаться? Чем еще занимаешься? Не знаю, танцуешь, да? Еще что делаешь? Дальше я ничего не делаю. Больше еще не делаешь. Наиля, расскажите, какие еще увлечения есть у Наиля? Наиль у нас очень любит помогать по хозяйству. Его особенно привлекают домашние животные. И в последнее время у него появился интерес именно к религии, к исламу. Он больше потянулся к изучению арабских молитв, и его больше интересуют мечети. Ну, я думаю, что это ваш пример, да, в том числе пример родителей, взрослых. Очень здорово, что с малых лет вы прививаете любовь к этой религии. Скажите, пожалуйста, свободное время у него есть? Конечно. Как проводите его? В свободное время
Он обычно у нас, ну, мы все вместе, всей семьей выезжаем куда-то за город. Это либо к родителям в деревню, либо в зоопарк, в аквапарк. Да, в Игровой же. Да, либо в игровые комнаты. Надо там лазить. Ну, руками держаться, а с ногами отталкиваться, и он сам тихонько Едет. Да? спускается. А, спускается. Понятно. Все, я понял, да, что это за такие игровые зоны, игровые парки. Ну что, желаем обеим командам удачи в сегодняшней игре. И сегодня будем говорить про самое прекрасное время в нашей жизни – о детстве. Поехали. Это первый тур программы «Биргаляп Иряник». Мы записали рассуждения детей, которые говорят обо всем, что связано с детством. Задача наших команд – угадать, о чем или о ком идет речь. За правильный ответ вы получаете 1 балл. С кого начнем? Наиль, Айзеля, кто будет первым? Кто будет первым? Кто хочет первым начать? Наиль, возьмешь все на себя, как мужчина? Все. Наиль, тогда не переживай. Мы тебе обязательно поможем. Внимательно смотрим на экран. Первый вопрос для тебя. Пляж – это большое это. В ней играют дети, делают куличики, готовят кашу. Мальчики любят строить замки. Когда я была маленькая, я тоже очень любила там играть. А теперь уже не играю, я взрослая. Там очень много песка, и там иногда могут быть закопаны игрушки. И мы их находим как сокровища. И оно бывает на детской площадке. Это было актуально в мое детство. Сейчас уже не актуально. Я учусь в школе. Я там не играю. Когда я играл, я строил замки. И с машинками там играл. Итак, Наиль, как ты думаешь, что это? Песочница. Песочница, молодец, это правильный ответ. Аферин, умница, 1 балл достается тебе. Песочница по-татарски комлок. Продолжаем. Айзеля, ты готова? Улыбнись. А то ты прям самая серьезная. Принцессы должны улыбаться. Если ты готова, смотри внимательно на экран. Их у детей бывает очень много. Они бывают пластмассовые, бывают плюшевые, бывают деревянные. И еще есть такие кубики, из которых можно построить замок. Это такой предмет, и с ним можно играть, и можно веселиться. И еще и она очень красивая бывает. И еще на ней могут быть узоры. И еще для них есть иногда комплекты. У меня она тоже есть, ее зовут Кукла. Их у меня много. Есть и роботы, и машины, и пазлы, и лего. У меня есть такой инструмент – выжигатель. Можно им выжигать на дереве. Можно на дереве нарисовать рисунок и его выжигать выжигателем. Итак, Айзеля. Игрушки. Игрушки. А какие твои любимые игрушки? Конструктор. Конструкторы? Ты собираешь конструкторы? Что собираешь? Все что угодно, да? Все, что на ум придет, то и собирают. Это правильный ответ, это действительно игрушка. Молодец. Игрушка по-татарски уенщик. Продолжаем задавать вопросы первого тура. Следующий на очереди Наиль. Азер, мы готов? Смотрим. Ну, ее обычно по утрам детям дают мамы. Они бывают из разных круп. Например, есть такая манная, есть овсянка. А вот манку никто не любит, потому что она бывает с комочками. Дети это не любят кушать, но это нужно есть, потому что, чтобы становиться взрослыми и сильными. Это можно готовить на молоке или на воде и кушать с яблоками и орешками. Это нужно есть, чтобы быть сильным. Обычно это едят утром, перед школой или перед садиком. Они очень разные, бывают желтого цвета и белого. Итак. Каша. Каша. А какая твоя любимая каша? Манная. Манная? Серьезно? А какая нелюбимая? Или все любишь кашу? Овсянки. Овсянку не любишь? Я вот на самом деле в детстве не любил манную кашу только из-за ее комочков. Не знаю, почему-то я их боялся в детстве. Но это правильный ответ. Молодец, умница. Каша по-татарски переводится как ботка.
Продолжаем учить слова. Айзеля, готова? Смотрим вместе. Это мы делаем в неурочное время. Можно сделать ее на День матери, можно на разные праздники. Они могут быть из бумаги, из дерева, из картона. Можно на это нарисовать и вырезать. Это можно подарить, а можно и себе оставить. Это то, что мы делаем руками из бумаги, из картона, из клея, из ножниц. И мы можем карандашами нарисовать там какие-то узоры. Это может быть оригами, это может быть аппликация. Это может быть какая-то игрушка, сделана своими руками. Я когда-то сделал лягушку. Она прыгала. Их мы делаем на уроке труда. К этому мы прилагаем все свои усилия. И раскрываются все наши таланты. Итак, Айзеля. Открытка. Открытка. Открытку мы тоже делаем, да, на разные праздники. А что еще? Вот, когда руками мастерим? Общее какое-то вот слово, мы какие-то фигуры делаем, может быть. Поделки. Поделки, совершенно верно. Это правильный ответ. Молодцы. Это поделка по-татарски кул. Не путайте со словом подделка. Да? Поделка – это то, что мы делаем на разные праздники. На очереди 5-й вопрос первого тура. Его мы смотрим все вместе, а вот кто будет отвечать, чуть позже узнаем у нашего компьютера. Поэтому обе команды, внимание на экран. Обычно ее читают детям на ночь. Она обычно с добрым концом. Добро всегда побеждает зло. Они бывают авторские или бывают народные. Моя любимая – это «Золушка», что читают по ночам детям и маленьким детям, чтобы они заснули. Там еще есть слова и еще там есть картинки. Обычно там начинается, она говорится, мы идем в поход, еще начинается «Жили-были». Это выдуманная история, которая написана в книгах. Когда я был маленький, я в них верил. Там всегда происходят чудеса. Я попрошу наш уважаемый компьютер выбрать команду, которая будет отвечать на этот вопрос. Наиль, что это? Сказка. Сказка. Тебе нравятся сказки? Ну, нет, я уже не маленький. Уже не маленький? Ну хорошо, это правильный ответ. Молодец, я тебя поздравляю. Сказка по-татарски «экиет». На этом все слова первого тура закончились, они выучены. И пора подводить итоги. Итоги, уважаемые зрители, вы видите прямо сейчас на своих экранах. Ну а мы продолжаем нашу программу. Мы продолжаем нашу программу, и давайте вспомним слова, которые мы выучили в предыдущем туре. Наиль, как будет по-татарски «песочница»? Кумлок. Комлок, дырыс, правильно. Айзеля, игрушка. Уенщик. Дырыс, молодец. Наиль, каша. Будка. Ботка, супер. Айзеля, тебе слово «поделка». Кулаша. Отлично. Наиль, сказка. Экиет. Прекрасно, молодцы, справились с этим небольшим заданием. Переходим ко второму туру, он называется «Истехолдер». Запомни, здесь на экране появится 9 картинок, 9 ячеек. Там все те слова, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить, где какое слово находится. На это у вас будет 15 секунд времени. Вот в таком порядке будут располагаться наши картинки. Готовы? Да. Итак, 15 секунд, время пошло. Смотрим. Время вышло. Пора задавать вопросы нашим участникам. Начнем мы, давайте, с Айзели. Айзеля, где находится каша? Втором. Цифра 2, точно? Открываем цифру 2, там должна быть каша. Молодец! Правильный ответ, умница. Наиль, где находится поделка? Семь. 7. 7. Открываем? Открываем. Там находится поделка, да, мышка, молодец, отлично. Справился. Айзеля, где находится игрушка?
1. 1. Итак, цифру 1 нам откройте, пожалуйста. Да, там разные игрушки. Молодец. Наиль, тебе вопрос, где находится песочница? Хомлак. 3. Цифра 3. Открывайте нам цифру 3, проверим. Да, там песочница. А мне кажется, это как раз Наиль и Айзеля там сидят в песочнице. Да? Или нет? Нет. А, ты уже взрослый, да, я вспомнил, да. Хотя похоже, мне кажется. Итак, уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать на следующий вопрос. Итак, команду Айзели выбрал наш компьютер. Айзеля, где находится сказка? 8. Цифра 8. Итак. Да, лучшие сказки для малышей находятся под цифрой 8. Молодцы, справились со всеми заданиями, на все ответили правильно, за что получили свои долгожданные баллы. У нас после второго тура счет равный, а это значит, что решающий тур впереди. Оставайтесь вместе с нами, мы совсем скоро продолжим. Это третий тур программы «Бергаляп Иряник». Давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня с вами выучили. Итак, песочница – комлак, игрушка – уянчик, каша – ботка, поделка – кулыша, сказка – экиет. В третьем туре для наших команд мы приготовили небольшие ребусы. На экране появятся картинки, 3 картинки, но все они связаны только с одним словом, которое мы сегодня выучили. Ваша задача – назвать это слово. Итак, готовы? Да. Айзеля, начнем с тебя? Или с Наиля начнем? Кто будет первым? Я. Наиль, давай, хорошо, первые картинки для тебя, смотрим. Песочница. Песочница. Это правильный ответ, молодцы, поздравляю вас, Котлым Сезнеп. Айзеля, то же самое задание, только картинки будут другие, внимательно смотрим на экран. Поделка. Поделка. Это правильный ответ, молодцы, я вас поздравляю, отлично. Ну что, друзья, пора подводить итоги сегодняшней игры. У нас сегодня ничья с равным счетом. Мы завершаем нашу программу. Ну и, конечно, каждому вручаем памятные подарки. Нашим участникам мы дарим памятные подарки от телеканала Шаян ТВ и программы «Бергаляп Иряник». Я думаю, что много интересного можно написать в этих блокнотах, свои мысли, свои рисунки и, конечно, раскрасить наши программы. Давайте поаплодируем детям, они большие молодцы. Ну а с вами, дорогие зрители, нам пора прощаться. Встретимся совсем скоро. Учите языки, но не забывайте свой родной. До встречи. Пока-пока.